Здравствуйте! В эфире «Открытый разговор» с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Добрый день. Недавно Госсовет Крыма принял бюджет республики на следующие 3 года. Насколько много было поправок от парламентариев и чего они касались в первую очередь? Ну, хочу сказать по самому бюджету, что, безусловно, бюджет сформирован на оптимистичном формате. То есть это означает, что будут сохранены все программы, которые в Крыму работают и финансируются. Все те проекты развития, которые сегодня крымчане видят своими глазами из окна автомобилей, такие как строительство дорог, садиков и так далее, они все сохранены в полном объеме. Это очень большие объемы. Хочу напомнить, что у нас реализовываются сотни только крупных проектов, сотни. То есть, получается, бюджет социально ориентированный? Он социально ориентирован и был, и сохранил эту тенденцию. Почему я именно об этом говорю? Потому что во время пандемии, кризиса все ожидали, что будет какое-то урезание. Все сохранено в полном объеме. И это самая главная, так сказать, черта этого бюджета в общем виде. В деталях он важен чем? Мне кажется, нам удалось при таким объемном, масштабном финансировании, которое заложено в бюджет, все-таки уточнить очень важные детали, которые не такие, может быть, масштабные по деньгам, но очень принципиально важные для конкретных избирателей, которые живут либо в сельских поселениях, либо в городах на конкретных улицах. Это касается рабочих поездок Государственного совета, работы депутатов. Мы это постарались максимально учесть. То, что не вошло в бюджет из наших рекомендаций и, так сказать, нашей совместной работы, оно будет обязательно учтено, и такие планы мы уже тоже имеем, и предварительные договоренности тоже имеем и с Минфином, и с главой республики, о том, что при первых изменениях в бюджет, они у нас, как правило, в республике проходят ежемесячно, что мы будем это вопросы дополировать. И в итоге получился наиболее гармоничный документ. Понятно, что идеалистического никогда не бывает, сколько они денег не давай, всегда кто-то скажет, а почему мне не дали, почему там не дали, это все понятно, тут людей понять можно, но нам важно было сохранить и ту динамику, которая сегодня есть, она и так масштабнейшая, я скажу уже еще более простым языком, я крымчанин, патриот Крыма, но я такого Крыма никогда не видел в таких преобразованиях. И, конечно, это фантастически происходит преобразование. И еще нагонять темп этих преобразований, конечно, опасно. Опасно в той части, что это может привести к незавершенкам в Крыму, незавершенности объектов, непоспевании сферы обслуживания за проектами, когда проекты будут из строительства выходить, но не будут подхватываться системой эксплуатации. Из-за того, что очень много не успевают с администрацией, с разными своими проблемами или дофинансированием, пускай небольшим, но оно все-таки падает на местные органы власти. На мой взгляд, все-таки важно сохранить эту динамику, и этого будет более чем достаточно. Владимир Андреевич, а насколько было сложно найти компромисс между различными ведомствами, потому что каждый хочет для себя больше и в финансовом плане? Ну, в Крыму такая ситуация, я еще раз подчеркну, я вспоминаю, я, наверное, один из тех чиновников, который всегда будет сравнивать Крым с украинским периодом. И сейчас такой конкуренции, о которой вы говорите, в реальности ее нет. Она когда-то была в Крыму, потому что денег было очень мало. И, конечно, копейки были, а большинство ведомств не получало и вовсе денег. Я имею в виду на какую-то свою модернизацию или на развитие. Только финансировалась первая корзина, то есть заработной платы в тех объемах, которые крымчане очень хорошо помнят, совершенно скромных. То сейчас все получают достаточные деньги, и единственное, над чем все работают, это над тем, чтобы освоить эти средства, эффективно использовать их. Поэтому такого, что караул, мне не хватает средств, и, так сказать, этого... Такого нет. Конечно, такого, слава богу, пока нет, и такого давления нет. Получается, бюджет был утвержден также с учетом ваших выездных совещаний в различные регионы. Удалось ли посетить все города Крыма, районы, также населенные пункты, и продолжится ли эта практика в следующем году? Ну, это, скажу без всякого стеснения, это сильная сторона Государственного совета Крыма, что именно эту форму работы представительной власти он взял за основу.
У нас есть наша как бы прямая обязанность – это нормотворческая деятельность. Мы ее в полном объеме в этом году исполнили. Это забегая на вопрос об итогах работы парламента. Мы все выполнили в полном объеме. Даже сегодня перед приходом к вам у нас завершилось в удаленном формате голосование по отдельным законопроектам. У нас их 3, и мы приняли по ним решения все. То есть все запросы, которые исходят либо от местного самоуправления, либо от исполнительной власти, от профильных министерств, мы в полной мере все сделали. Не задержали ни одно решение ни на один день. То есть в этом плане вся система исполнительной власти в Крыму отработала, так сказать, в полном объеме. Наверняка на местах в то время, когда вы выезжали, видели немало объектов, которые начаты и недостроены, брошены недобросовестными подрядчиками. На законодательном уровне какие существуют механизмы наказания в таких случаях? Все-таки отвечать на тот вопрос первый. Мы в этом году в связи с пандемией, конечно, она во многом ограничивала работу представительной власти. Мы все-таки форму посещения регионов не уменьшили, а наоборот усилили. И по количеству наших выездов, с чем это было связано? Нас меньше отвлекали на совещания федерального уровня, их практически не было в этом году. И, конечно, у нас время высвобождалось, и мы, так сказать, это высвободившееся время в полной мере использовали в региональной повестке. И она у нас получилась, на мой взгляд, максимально, что можно было сделать. И общались с коллегами, выстраивали общую концепцию, смотрели, как у них что получалось. И у всех депутатов, в целом всего парламента было полное представление пульса Крыма. Как он живет, как он себя ощущает, как ощущает эти перемены и как чувствуют себя крымчане. В этом плане это, конечно, было самое. Что касается вопросов о незавершенках, болезненной теме, сегодня нужно сказать, что это объективная вещь, которая происходит в любой жизни. Я коллегам часто говорю на тему, что это экономика. В ней, как в жизни людей. Люди рождаются, умирают, все с ними происходит. Так и в экономике все происходит то же самое. Предприятия создаются, живут, эффективно работают, и в какой-то момент никто не сказал, что они не могут умереть. Они умирают. И это тоже происходит. И когда это происходит в процессе реализации какого-то проекта, конечно, страдает проект и, конечно, тот регион. Сегодня в масштабах всей Российской Федерации эта проблема достаточно острая. Порядка 75 тысяч, по-моему, такая цифра, если не ошибаюсь, всего недостроенных объектов в бюджетной сфере в Российской Федерации. Это громадная цифра, и с ней все регионы России работают. С этой целью. Крыма пока там нет в этой статистике, но проблема это есть. И, конечно, здесь в этом смысле радикально было принято решение главой, на мой взгляд, своевременное и поддержано федеральными властями. Сегодня в Крыму упрощена процедура заключения контрактов, когда на стадии заключения предоставляется право не по тем исполнителям, которые дают самую низкую цену, а потом выясняется, что главная их цель – это получить аванс и вообще не реализовывать этот проект. Все, вот главная их цель, а им аванс нужен для того, чтобы рассчитаться хоть с какими-то долгами, это долги банки, налоговые, там еще какие-то. У каждого совершенно своя независимая история, нам от этого не легче. Главное, что не реализованы в Крыму, и подчас эти объекты не реализованы, очень болезненные. Я не хочу называть сельское поселение, в котором недостроенный детский садик в соседних селах после этого построили, красиво открыли, перерезали ленточки, дети ходят, а жители этого села и не могут понять, в чем они провинились, что вот так получилось, у них первыми начали, так сказать. И, конечно, это неудача, она такой, и мы так ее и оцениваем. Все, выводы сделаны из этого. Большинство объектов, в том числе то, о котором я говорю, уже запущены на конвейер. Имеется в виду или начато строительство, или уже выработана дорожная карта в виде проектных работ, потому что многие проекты требуют корректировки и так далее. То есть все, уже это точно понятно, что он будет реализован и не будет никакой заморозки там, и так далее. Поэтому в этом плане мы это все видели, как раз эти рабочие поездки нам показали то, как это происходит. Но для меня, скажу откровенно, эта проблема для нас была острая
в 2019-2018 году. Я вот сейчас уже видел в 2020 году, что многие объекты пошли уже строиться или определены по ним подрядчики, либо пройдены судебные процедуры, и все, и они уже как бы на конвейере. Задача всех нас, исполнительной, законодательной власти, всех, кого касается администрации на местах, в следующий период тщательнейшим образом работать в этом направлении и стараться не допускать. Любая задержка, она очень больно бьет по подрядчику, и очень часто у них нет финансовой способности во времени. То есть проверяющим, тот, кто принимает объемы, кажется, что ну хорошо, не подпишу в этом месяце, подпишу в следующем, какие проблемы. Выясняется, что такого запаса прочности у них нет. У них задержка по зарплате, на завтра прокуратура, послезавтра суд, описали счета, и все, они начинают спотыкаться, потом начинают падать на колени, нужно доставать деньги и так далее. Поэтому эти выводы тоже сделаны. Надеюсь, в следующем году мы приложим все усилия, чтобы это, так сказать, больше не повторялось. То есть поездки были результативными? Да. Коронавирус, проблемы с водой сделали уходящий год годом небывалого роста именно волонтерского движения. Вот какую поддержку и координацию оказывают депутаты нашим добровольцам? Ну, крымчане – это особый народ. Я это много раз подчеркиваю, всегда горжусь, что являюсь частью этого народа, у которого есть свои особенности ментальные. Одна из них – это сплачиваться во время проблем. И, так сказать, все наши недоброжелатели, которым кажется, что если не перекрыли Северокрымский канал, то завтра мы, так сказать, побежим все сдаваться, поднимать руки и посыпать голову пеплом. Конечно, этого не происходит. Все это нас объединяет. Сегодня уровень поддержки власти очень высокий. Это мы на партийном уровне занимаемся регулярным изучением общественного мнения. И видно, что вот эти все проблемы, они беспокоят крымчан, конечно, беспокоят. Но при этом не меняется отношение к власти. То есть, наоборот, уровень доверия растет, потому что крымчане сплачиваются возле центра. В этом плане ничего не произошло ни с отношением ни к крымской власти, ни к федеральной власти. То есть крымчане сплотились и, как бы, так сказать, несут эту ношу достойно. Что касается коронавируса, конечно, здесь сложно что-либо добавить, кроме того обилия информации, иногда кажется чрезмерного, которым заполнено информационное пространство, но мы находимся на уровне преодоления этой проблемы, на уровне преодоления. Абсолютно убежден, что следующий год даст нам избавление от нее даст в полном объеме, когда мы преодолеем все эти страхи. И самое главное в этой проблеме страхи, когда люди начнут себя чувствовать более комфортно, не боясь не заразиться, не боясь кого-то заразить. Наверное, как таковая она, может быть, и останется, как обычная ОРВИ, но в этом плане для этого очень много сделано властями, и Россия первая движется по вакцинированию, регионы, многие, в том числе в нашей республике, идет активно это вакцинирование, так сказать, все движется. Конечно, нужно время, чтобы там сама процедура вакцинирования не однодневная, поэтому тоже без малого месяц. Поэтому все эти расчеты показывают, что к весне, к лету ситуация будет полностью спадать на нет, и уже дальше мы войдем совершенно в другое. Что касается водоснабжения, штаб вовремя сработал, возглавляемый главой республики сделал все необходимые меры по, так сказать, водной безопасности, насколько это возможно в год такого катаклизма природного, совершенно, ну, кто мог предположить раз в 150 лет, что произойдет такая засуха. Я за всю свою жизнь здесь, в Крыму, никогда такого не видел. Всякое было и по-разному было, но именно такого не было никогда. Поэтому ученые правы, когда говорят, что 150 лет совершенно не было. Но реакция адекватная, мероприятие своевременное, поэтому реакция федеральной власти тоже и своевременная, и адекватная. Поддержка президента, как всегда, так сказать, не заставила себя ждать. Крым получил в полном объеме всю поддержку, в том числе и финансово в значительных средствах, поэтому все проекты, процедуры финансируются. Не хочу сейчас на себя брать какую-то смелость и говорить о том, так сказать, что будет конкретно сделано. Есть программа, она находится в публичной плоскости, ее нужно реализовывать всем
Все, там много интересных решений, которые выведут выведут Крым на совершенно другой уровень водной безопасности, или как мы в Государственном Совете говорим, водной автономии, когда мы так же, как и энергоблокаду, водную, транспортную, продовольственную, выдержали, так произойдет и с водой. Мы получим абсолютно независимую водную автономию, не просто независимую для потребления простого воды для людей, но и способную для развития и промышленности, и сельского хозяйства, которые тоже нуждаются в воде. Владимир Иванович, позвольте вернуться к волонтерам. Вот депутаты как именно оказывают координацию, помогают? Значит, волонтерство – это та черта характера в народе, которая просыпается во время сложности. Я очень хорошо помню ситуацию с энергоблокадой, когда вот проснулось это очень хорошее забытое чувство солидарности друг с другом на человеческом таком уровне, когда лучшие черты нашего народа в полной мере, так сказать, были реализованы. Вот так и сейчас никакой проблемы с волонтерами у нас нет. У нас количество их зашкаливает. У нас готовых выстроиться в строй волонтеров больше 2000, столько не требуется сегодня. Потенциал до 5000. Это без всякой мобилизации, без всего. То есть в этом плане люди, настрой людей очень хороший, замечательный. Для того, чтобы помогать по конкретным проблемам, тоже не возникало у нас ни во время первой волны, ни во время второй. Касаемо это продовольственных наборов, лекарств, просто помощи старикам, одиноким. То есть в этом плане мы готовы были в полной мере эту работу реализовать. И, конечно, я, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех крымчан, волонтеров за эту работу, за то, которая она была проделана и будет еще, так сказать, проделываться. И в этом плане только слова благодарности. То есть, получается, крымчане охотно друг друга поддерживают. Да. Владимир Андреевич, крымские татары вернулись на родину несколько десятилетий назад. И, к сожалению, проблема с благоустройством, она остается. На данный момент 6500 семей из числа реабилитированных ждут и стоят в очереди на получение жилья. Вот какое решение вы видите этой проблемы? Ну, сейчас главная задача, на мой взгляд, другой ее сложно придумать, нужно в полной мере эффективно реализовывать то, что у нас есть сегодня. Если бы сегодня предположить, допустим, чтобы все вопросы и все финансы, которые нам дали по результатам этой программы, были бы решены, то мы могли бы сказать, ну, слушайте, дайте еще денег. Ну так, сегодня мы не можем так говорить, у нас нет морального права, у нас, так сказать, уйма денег в этой части, и задача их осваивать, задача эффективно, в том числе ряд объектов пострадал по этой же проблеме недобросовестных подрядчиков, так сказать, только несколько могу назвать. Это жилой дом Бахчисарая, так сказать, объект недостроенный в Кипу и так далее. То есть все в этой части, школа там в Евпатории, или детский садик в Евпатории, очень много проблем, объектов обидных, ожидаемых, которые могли изменить вообще и облик всей программы, реализацию. Они застряли, но сейчас находятся уже как бы в стадии реализации, как я уже говорил, на конвейере. То есть это нужно подождать. То есть решение есть? Да, решение есть. И такое количество квартир, которое будет реализовано по этой программе, но оно для сегодняшнего времени, когда люди стоят в очередях и получают квартиры по ипотеке, это, конечно, беспрецедентно для Крыма. Нигде в Российской Федерации никто так жилье не получает. Это только Крыму при утверждении этой программы предполагалась особая роль и понимание тех проблем, с которыми крымчане столкнулись, крымские татары, представители других национальностей, которые были в тот период подвержены незаконной депортации и так далее. Поэтому в этом направлении работает. Но сегодня большинство поселков, они уже, слава богу, не носят ярко выраженного национального характера. Они интернациональные, и слава богу, так и должно быть. И надо заниматься обустройством не только в рамках этой программы, а просто и местные власти должны более энергично использовать свои ресурсы и механизмы. Потому что, посещая многие микрорайоны, мы очень хорошо видим, что там происходит, и многие есть вопросы, которые могли бы быть решены.
Например, сельские, не просто для примера, чтобы кому-то из чиновников, может быть, зацепят эти слова, что многие сельские поселения в этом году сделали очень много того, чего не планировали. Например, посвящали свои села. То есть это не очень большие деньги, но они это сделали из своих денег, нашли источники. Иногда это были деньги муниципалитетов, иногда свои собственные, иногда привлеченные деньги. И вчера село не освещалось, сегодня, так сказать, оно уже светится в полной мере. Вот это можно сделать в местах компактного проживания, где мы знаем, что эта проблема существует. Или там по дорожному строительству. То есть много есть проблем, которые, ну, если надо строить детский садик, это, конечно, нужно финансировать, его нужно делать, и это делается. А какие-то вопросы нужно решать более энергично на местном уровне. Я думаю, это тоже возможно. Мы в этом году будем работать в координации с местными органами власти, постараемся максимально тоже эти вопросы ускорять. Потому что видно, что если мы, допустим, пускаем газ в микрорайон, то люди все, для них это все. Газификация, у них сразу колоссальный объем проблем решается. Это и отопление, это и горячая вода, за которую не надо, так сказать, платить дурных денег или там решать. То есть это другой уровень жизни просто. И мироощущение, конечно, другое. Я уже не говорю о том, что можно и частный бизнес развивать, который у нас в Крыму, слава богу, развивается очень большими темпами. То есть это уже серьезно. То есть вот такие вещи, если мы будем двигаться в этом направлении, очень многие вопросы будут само собой решаться. Следующий вопрос, Владимир Андреевич. До Великой Отечественной войны многие населенные пункты носили крымско-татарские названия. Сегодня обсуждается возможность вернуть эти названия, ну или хотя бы оставить историческое и современное название. Как вы считаете? Этот вопрос – это вопрос местных общин. Очень важно, чтобы в этих вопросах был найден консенсус. И двигаться в этом вопросе нужно крайне осторожно. Крайне осторожно. Это очень тонкие вещи. Наша история нашего народа, она очень сложная, она очень драматичная, она героическая, мы всегда это подчеркиваем, но она и очень драматичная. Наш народ, как никакой другой в мире, понес колоссальные потери. Когда я говорю «наш народ», я подразумеваю все сотни народов и национальностей, которые входят. Там же не разделяли людей, убивали не по национальному признаку, а просто расстреливали, убивали и погибали в боях. И это было очень история. Или когда произошла Великая Октябрьская революция, это сколько произошло изменений. Посмотрите названия городов того периода, от времен Романовых, как были названы, как сейчас. Там что-то сделали люди. И даже такой город, как Санкт-Петербург, он же двойное название в аэропорту, если вы видели в Пулково, так сказать, город-герой Ленинград, потому что ему присваивалось звание город-герой Санкт-Петербург. То есть даже там не так просто было, потому что мнения разделились. И это было голосование в период 90-х годов. А сейчас какое было бы голосование? Большой вопрос, потому что город назывался Петроград перед революцией, он не назывался Санкт-Петербург. То есть все очень сложно, и в этом надо разбираться. И сегодняшнее поколение очень неправильно будет, если мы их начнем втягивать в эти дискуссии, в которых наши деды спорили, а иногда во время гражданской войны убивали друг друга за это. Нам сейчас что, нечем заниматься? Я всегда задаю вопросом, потому что у нас очень много там любителей попереименовать. Посмотрите, что произошло в Украине нашим братским народам. Вот они на радостях посносили памятники, так сказать, Ленину, отменили названия те, которым казалось, это дало им счастье. Они сразу стало светить солнце, они все стали счастливы, обниматься. Нет, потому что это не решает никогда проблемы. А вам кто заставлял Ленина ставить? Вас палкой заставляли это делать? Вы же сами это делали. Ваши отцы делали, потому что они тогда в это верили. А сейчас Ленин в общественном сознании – это плохой политический деятель. Но кто не сказал, что он завтра будет. Сегодня очень много экспертных работ, я их читаю, исторические, которые говорят о том, что вот этот негатив в его сторону очень сильно преувеличен. И по сравнению с тем, что в каком состоянии находилась страна до этого, это и что сделал Ленин и его компания, это не так драматично. И нужно его как минимум величие ставить, а уже хорошее, плохое определяйтесь. Поэтому все так в истории
неоднозначно. И нам надо заниматься. У нас, мое мнение какое, строим улицу. Давайте вот новое поколение, какое лучшее название. Вот, например, мне понравилось там в Красноперекопском районе назначили парк Крымской весны. Вот название. Это ж не мы придумали, они придумали, люди придумали. Вот это будет жить. Вот это, если они это придумают, все вместе сообща, так сказать, это является поддержкой. Но, то есть все нужно делать очень аккуратно. Получается, нужно осторожно подходить Осторожно к двигаться, переименованию да. и при этом ссылаться на мнение Да, жителей. например, конечно, допустим, улица Карла Маркса, там у нас, так сказать, она... Я вырос на этой Карла Маркса, я ходил. Не потому, что я Карла Маркса люблю. Такое было название, не я же его придумал. Но я на ней вырос. Что со мной делать теперь? То есть вот, и вот так каждый рассуждает. Там улицы, паспорта, свидетельства о рождении. Все у людей связано. Надо очень-очень аккуратно двигаться. И когда консенсус найден, тогда можно это делать. Ну, в целом и вы, депутаты, уделяете много внимания исторической памяти. Да. Вот сейчас известно, что началось проектирование третьей очереди мемориального комплекса «Концлагерь Красный». Расскажите об этом подробнее. Мы подвигаемся, оно еще, к сожалению, не началось проектирование. Мы очень надеемся в этом году о включении этого проекта на этап проектирования. Все. Но мы все подготовили, включая общественные слушания, до этого процесса. То есть идея. Очень важно было создать идею и убедить и себя, и экспертное сообщество в необходимости его. Очень плохо делать общественные проекты, когда кто-то один убежден в этом, а все остальные не понимают, зачем это нужно. Такой проект будет обречен на неуспех. Или в лучшем случае на нейтральное отношение к нему. А зачем такое делать? Поэтому мы занимались этими годами изучением вообще, насколько это актуально. Что получилось в результате этих обсуждений? Что Крым при всей масштабности нашей истории, у нас ведь колоссальная история, вот, историческая память у нас для любого российского региона, она уникальна. Это не общекрымское достояние, это общероссийское достояние, может быть, мировое достояние, наша история. Но нет ни одного места, где бы это было собрано в одном месте, и любой человек, приезжающий в Крым, задал себе вопрос: а вот давай где узнать, что такое Крым, что такое крымчане, в одном месте, потратив, например, 2 часа своего времени, и все, у нас такого места нет. Что-то есть в Севастополе, что-то есть в других городах, в других местах, и это надо ездить. Это при нынешней динамике жизни не всегда остается возможным, и люди зачастую так и не могут понять, что такое Крым, они поймут, что такое Крым, не поймут, кто такие крымчане. Часто мне задают вопрос, особенно в других регионах, когда приезжаешь, они крымчан как ментальность не до конца понимают. То есть вот они жили совершенно в других исторических реалиях, мы совершенно в других. И мы носители этой памяти исторической, иногда сами того не понимая. Мы являемся особым совершенно. И надо где-то это представить в одном месте с учетом современных технологий. Вот как парк «Патриот» в Москве сделан, я просто находился в таком шоковом состоянии, когда его посетил. Насколько это масштабно сделано, насколько это сделано эффектно, когда можно буквально за 2 часа, пускай для человека, который не сведущий в истории, он за 2 часа поймет вообще, где он живет, если он не хочет заниматься историей, он все равно вынужден будет это понять, какой там выбран способ изложения исторических фактов, простой, доступный, эмоциональный, который сразу у тебя внутри пускает корни и дает тебе как минимум стимул заняться историей уже более детально, когда ты, так сказать, вот что-то такое. Крым, он, конечно, имеет такую колоссальную историю, у нас есть что рассказать, и это будет формой обучения крымчан. Мы же что хотим? Мы хотим, чтобы наши крымчане были носителями этой истории. Поэтому в этом плане идея созрела. А что это будет? Мемориальный комплекс или музей, может быть, под открытым Это небом? будет... мемориальный, это слово не подходит. Мемориальный — это у нас красный. Потому что он символ гибели крымчан. Очень большого количества. Сотни тысяч крымчан погибло. Всех национальностей были зверским, жесточайшим образом убиты. Вот это все остается, это название. Там, конечно, это будет музейный комплекс. И это будет достопримечательностью Крыма новой. Такой же, например, как Ласточкино гнездо или
или Крымский мост, или мост, или автострада Таврида, вот будет достопримечательностью, когда каждый приезжающий в Крым захочет это посетить. Почему? Потому что там у нас 20 гектар земли, и мы должны там разместить комплекс, в котором в каждом павильоне будет представлена история современной технологии с самыми современными музейными технологиями, которые в мире сегодня продвинулись очень серьезно. Будет представлена вся наша история, такая, как, например, Великая Отечественная война. Если мы в совхозе Красном больше вопросы оккупации, пленения, пыток и уничтожения крымчан расследовали, то у нас есть такие этапы, как партизанское движение, движение подпольщиков, освобождение Крыма, борьба за Севастополь, борьба за Керчь, за Феодосию. У нас каждый этап это вообще... BBC издала фильм документальный из 6 серий по Крыму. Я его посмотрел. То есть они не могли обойти эти события, потому что они очень важны в истории понимания всей Второй мировой войны. Это не какие-то эпизодические сражения не повлияли на ход войны. Это касается этого периода. Или такая, как Ялтинская конференция, которая определила весь исход, а для крымчан восстановление Крыма. Мало кто знает этой истории, как Крым восстанавливала вся страна. Это продукт всей страны, это многонациональной дружбы. Ведь Крым лежал в руинах. В руинах ничего не было из того Крыма, который представляли себе крымчане до войны. Все было разрушено. Нужно было создать за короткий период, 4 года, 5 лет, и Крым восстановился. Это был просто потрясающий, феноменальный труд. О нем тоже нужно рассказать. Или гражданская война, очень мало известная в реальной российской сегодня сообществе. Историки, конечно, знают хорошо. И сейчас идет цикл передач по России-24, но это касается Крыма. Здесь 1,5 года был Врангель, он проводил здесь реформы в Крыму. Некоторые были прецедентными реформами, например, земельная реформа, когда вся страна лежала в руинах, Российская империя, когда в Москве и в Санкт-Петербурге был, так сказать, голод, в Петрограде был голод, и обычная жизнь была сведена к нулю. Крым жил обычной жизнью. Это было единственное место, которое короткий период месяца функционировало. Были фермеры, собирали урожай, продавались на рынках, все продавалось, люди ходили, общались, женщины ходили, красиво одевались. Все это было в Крыму. Это такие вещи очень важные, их показать будет интересно не только крымчанам, или Крымская война, Первая мировая война. Тоже многим кажется, что она забытая, но мы, крымчане, знаем, что, во-первых, все крымчане всех национальностей в ней участвовали, и очень много геройских имен тогда всплылось в тот период, которые тоже были забыты. Но для нас, для сегодняшнего поколения, тоже очень важно знать такую данность, что большинство крымчан или значительное количество как раз потомки вот тех солдат российской армии, Российской империи, которые были демобилизованы в результате колоссальных трагических ранений, которые в тот период в результате уже таких орудий массового поражения по тем временам были ранены. Больше 200 тысяч осталось здесь, в Крыму. Это примерно такое количество. Это очень колоссально для того населения Крыма. И они составили часть крымчан и их потомки. Я просто общаюсь со многими, их знаю, этих людей, которые носят фамилии. Уже вот что такое Крыма история. Или до Екатерининский период, до Екатерининский период и так далее. Крымское ханство со своей историей очень интересной и очень трагической. У нас история греческих городов, здесь городов-государств, которые сегодня носят название, очень привлекательны, очень интересны. Византийская история. То есть Крым – колоссальный исторический пласт, который нужно показать. Да, и будет интересно. Это будут люди приезжать будет. Но надо делать современно, чтобы было где людям перекусить, отдохнуть, походить. Условия хорошие. Условия, да. Сейчас только условия нужны. А позвольте я уточню, это в Мирном будет музей? Да. Очень удобное расположение. Рядом с аэропортом. Недалеко любому поехать. Кто будет планировать поездку в Крым, либо уезжая с курорта, либо приезжая в курорт. Очень в этом плане все сложилось. Владимир Андреевич, вы инициировали приравнять
действия фашистов во время оккупации к геноциду. Вот какая работа в этом направлении ведется? Это результаты не моей работы, а результаты деятельности всего попечительского совета в совхозе «Красный». Мы проделали за эти годы колоссальные работы. Нам удалось собрать там команду инициативных людей. Инициативных, когда люди работают не за деньги, не за выслугу, а за ту идею, которая сформировалась в результате работы этого попечительского совета. Хочу напомнить, что изучая материалы трагедии в Крыму, которые были во время Великой Отечественной войны, и я сам, и все члены нашей команды попечительского совета, мы стали фанатиками этого. То есть мы просто поняли тот объем трагедии, который перенес Крым и крымчане, недооцененные в свое время исторически, и просто стали вот носителями этого и солдатами этой правды, если хотите. Поэтому мы занимаемся этим достаточно самоотверженно, без всякой подсказки. И в результате этой работы очень много удалось сделать. В том числе вышли на такую идею и на такое решение, что мы обнаружили очень много исторической несправедливости. Например, малое наказание тех, кто участвовал в убийствах. Мы сейчас видим, да, ну просто приведу бытовой пример. Произошло какое-то преступление, человеку дают там 8 лет или иногда 12 лет, я не знаю, за какое наказание. И все сообщество мысленно говорит, да, правильно, так надо, он такой-сякой. Люди убили сотни тысяч людей и избежали наказания вообще в принципе. Понятно, что, может быть, этих людей сейчас нет на свете, но нам от этого не легче. Значит, справедливость не восторжествовала. То есть справедливость не произошла. Но когда в этом участвовали не физические люди, участвовали, например, народы. Ну, например, та же Румыния, которая сегодня присоединяется к разным санкциям в отношении Российской Федерации, пытается занять первое место там в каких-то гадостях против Крыма. То есть, так сказать, давайте разберемся, что они здесь сделали в Крыму. Почему это после войны не было сделано? Потому что это был социалистический лагерь. И считалось признаком дурного тона братьев по социализму, так сказать, ну, у нас сейчас нет социалистического лагеря, так получилось. Поэтому наше поколение, политиков, мы спокойно можем на это посмотреть совершенно трезво и объективно. Мы не хотим ничего предумышленного, мы хотим просто, чтобы те люди и те организации, которые в тот период здесь злорадство, сжигали наши села, расстреливали крымчан, были наказаны в юридическом плане. Физически это, наверное, невозможно. Но с моральной точки зрения, если мы доведем это дело до суда и осудим и организаций, и людей, даже пускай их нет на свете, а их действия будут названы преступлением, это будет, так сказать, справедливо. Но то, что произошло в Крыму, послушайте, ну, больше 200 тысяч, точные цифры не скажет никто, ни один эксперт. Неизвестно, людей сжигали в этих душегубках, никто не ставил галочки, никто не ставил. Поэтому колоссальное количество крымчан исчезло. Крым опустел после войны. Тогда что такое геноцид вообще? Этот термин, уничтожение людей заблаговременно. Почему Крым? Почему не другой регион? Да, здесь хотели уничтожить народ полностью, весь всех национальностей. Здесь ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Крым должен был быть площадкой для создания новой земли под названием Готелен для элиты нацистской Германии, для элиты, которая бы здесь строила курорты, и дети бы здесь... И мы им все мешали, мы все должны были быть в лагерях сожжены. Вот такая цель, и она начала реализовываться. То, что не удалось всех уничтожить до конца, но это просто потому, что произошла Сталинградская битва, и, так сказать, враг был повержен и так далее. Все. Поэтому вот геноцид, названия не было никогда так сказать, этому преступлению присвоено. Надо присвоить юридически. Для этого мы проделали очень много. Есть прецедент, когда Новгородская прокуратура, так сказать, сделала прецедент, есть осуждение и уже решение суда доведено по инициативе прокуратуры. Все то же самое произошло здесь. У нас мы провели совещание совместно уже с представителями прокуратуры и, в общем, с привлечением руководства прокуратуры генеральной, при содействии руководства Академии Генеральной прокуратуры, там с энтузиазмом взяли за эту идею. И, конечно, в этом плане
у нас сформировалась уже команда, я думаю, это у нас удастся. Это будет очень, очень хорошим и правильным своевременным решением. Справедливость восторжествует. Понятно, что, возможно, никто не сядет в тюрьму, но когда будут названы имена организаций, которые это учинили в Крыму, а само преступление названо геноцидом, это будет большая победа наша. Буквально несколько вопросов у нас остается. Я напомню нашим телезрителям, осенью в Крыму открылось первое официальное представительство иностранного государства, консульство Республики Никарагуа. Владимир Андреевич, расскажите, какую работу ведут сегодня депутаты, чтобы показать позицию российского Крыма на международной арене? Если посмотреть фактор признания Крыма и влияния его на мировоззрение крымчан, то его влияние, к счастью, для нас очень незначительно. Люди заняты своими делами, все вовлечены, так сказать, в обычную работу, у всех полное ощущение единства с Российской Федерацией. Изменения в поправке, так сказать, дали людям уверенность, что больше никогда в истории Крыма уже ничто не произойдет, и никогда Крым не будет больше, так сказать, предметом торга ни в каких геополитике. Этот вопрос напрочь закрыт. Но для политического класса Крыма, к которому я себя отношу, и вы, наверное, и многие другие, мы внимательно следим, и, конечно, ревностно к этому относимся, и мы считаем несправедливым непризнание Крыма, считаем санкции незаконными, и рано или поздно придется всем это признать, что и президент на этот счет очень четко и однозначно высказался, за что вы наказываете людей, если вы хотите наказать, так сказать, если вы считаете Крым аннексией, то почему вы наказываете самих крымчан, если их аннексировали по вашей же логике? То есть, получается, вы знали, что крымчане за то, чтобы вернуться на родину, вы это знаете, но повод для этого совершенно нелогичный выбираете. Ну, то есть, в таком духе. Поэтому признание Крыма по факту происходит. Я внимательно слежу за всеми средствами информации, за всеми. Время работает на нас, на крымчан. Если посмотреть не заявления политиков, я внимательно изучаю все статьи, которые возле Крыма выходят. Но представить себе статью, мою статью в западной прессе с моим интервью можно было раньше только в какой-то дурной фантазии. Сейчас они выходят, и где полностью излагается моя точка зрения без всяких искажений. То есть вот интервью со мной, где я все рассказываю, как было, описываю все события Крымской весны, и это приходит без всяких последствий для тех, кто это, так сказать, написал. Кроме того, очень много журналистских расследований своих западного толка появляется, и тоже без всяких последствий, без, так сказать, урагана критики. Визиты к нам в Крым. Если раньше визит любого политика, депутата местного уровня подвергался там шквалу критики, на Западе на него обрушивался целый шквал, то сегодня это проходит вообще никак, кроме, так сказать, Министерства иностранных дел Украины, которое еще продолжает пока за этим следить. Думаю, они скоро перестанут этим заниматься. Все проходит уже совершенно незаметно, а предприниматели вообще уже ездят, и, в общем-то, никто ничего не боится. То открытие представительства Никарагуа – это логичный фактор. Я думаю, что в дальнейшем этот процесс он пойдет, и один за одним это будет происходить. Владимир Андреевич, год завершается. Вы довольны своей работой? Вы знаете, мне часто задают такой вопрос. Вот год был такой тяжелый, я им всегда объясняю, послушайте, вы разговариваете с опытным человеком, который прожил определенную жизнь в Крыму и видел, как все было. Это далеко не самый худший год. Могу вам навскидку сказать, там 91-й год, когда страна рушилась, 92-й, когда была Конституция Крыма, и казалось, да, 13-й год, когда мы сидели в парламенте, штурмуют администрацию президента, зарплаты не выплачены, что делать в следующем году, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому или энергоблокада, когда мы Новый год без света встречали. Поэтому в этом плане он, а с точки зрения других показателей, то он как раз один из неплохих годов, потому что колоссальный объем сделали преобразование. Вы знаете, этот год чем он особенный? Я чисто на эмоциональном, попробую эмоциональную характеристику это дать. Ведь до этого очень много делалось и строилось. Но вот чего-то не хватало в нашей жизни крымской, чтобы это вот стало достоянием всех. Ну, например, построился Крымский мост. Все об этом узнали
крымчане, все узнали, но не все там были. Если ты там живешь в Жанкойском районе, все или в Черноморском районе, когда тебе туда ехать, и если нет нужды чего ехать, ты видишь это по телевизору, у тебя ощущение не наступает того, что что-то грандиозное. Мы, конечно, побывали везде, но или аэропорт, открылся аэропорт. Кто летает, да, ох, ах, крымчане молодцы и так далее. Но вот сдача Тавриды, вот она поменяла облик. И вот буквально вчера, я даже сегодня с главой мы разговаривали, я говорю, меня поражают такие комментарии, когда люди совершенно простые, работают на простых должностях, просто меня знают и говорят: Владимир Андреевич, мы впервые, эта женщина говорит, впервые я почувствовала гордость за Крым, когда вот поехала, она сама водит машину, поехала по трассу. Вот стала я чувствовать себя другим человеком. То есть вот не из-за своей зарплаты, не из-за своего статуса, а из-за того, то есть вот те преобразования, они теперь дошли до каждого. Вот сумма, что-то связалось в конце. А мне, как сельскому жителю, все-таки важно, что поменялся сельский Крым. Он поменялся до видимого уровня. Никогда, допустим, как было раньше, строится детский садик, это здорово, в селе новость. Но касается больше всего мам, тех, кто... Или бабушек, то есть вот хороший детский садик. Кого не касается, они рады, но не так, потому что непосредственно к ним не пришли перемены. А вот благоустройство сел, когда нет ни одного в селе равнодушного, то, что сделано в этом году, прорыв колоссальный. У нас много прорывов, но именно этот имел вот такой эффект суммарный. Поэтому в этом плане, я думаю, в этом смысле год был очень-очень удачным. Насыщенным, да, как минимум. Владимир Андреевич, впереди длинные выходные. Как проведете праздники? Все уже спланировано, да, все до дня расписано. И, конечно, здесь надо уделить больше внимания родным, близким в те свободные дни. Но 10 дней, конечно, это слишком много, с ума сойдешь от безделья, поэтому будет чем заниматься и будет много дел, поэтому все будет здорово. Спасибо вам огромное за такие развернутые ответы. Мы всегда вас ждем у нас в гостях на телеканале «Миллет». С удовольствием приглашайте, всегда буду рад посетить. Спасибо. Это был открытый разговор с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым. До встречи в эфире.